вторая волна пошла через Лену, это 1500 лет до нашей эры. И практически окладников в первое время, когда его сюда прислали в 40 году для изучения древней якутской письменности, он писал, что вот это начало магического письма, и вот это начало обнаруживается на Ленских скалах. Правда, во время войны, после 42 года, ему дали другую команду, и он начал эти письмена уничтожать. Но до 42 года он на самом деле изучал эти письменности и пытался все-таки кое-что там написать. Ну вот в 46 году он выпустил книгу «Петроглифы Средней Лены». Там уже было сказано, что у якутов нету письменности. Хотя на самом деле вот первая письменность, которая появилась, вот если вот видите этих лосей, да, вот один лось имеет бивни. Здесь вы прорисовали, ну, люди, конечно, это не переселялись таким образом, что мамонты кончились, и они в раз переселились. Это вот где-то продолжалось переселение 1000 лет. И вот эти люди еще знали, знали, что это самое, бог охоты, он имеет бивнин. Ну, то есть они вот, ранние эти самые представления о том, что они охотились на мамонтов, сохранились. И самое интересное, эти люди молились оленю. Вот сейчас мы дальше пойдем и посмотрим еще это оленя, потому что Ксенофонт писал, что вот перед тем, как якуты начали молиться Тангара, они молились богу Сах. А бог Сах — это Сахсагар, это олень, который переносит солнце. Раньше, когда люди жили на севере, с появлением солнца появляются стада оленей. И поэтому они считали, что эти олени северные переносят солнце, и поэтому молились солнцу. Ну вот мы поедем туда дальше, посмотрим, но это уже вполне устоявшаяся религия. А это вот та первая религия, которая она была, это в принципе еще как система она не сложилась, но уже зачатки были. Была руническая письменность, были вот эти самые образы, притом вот наверху, направо имеется какое-то вот, божество с глазами там, с этими. Ну вот это божество я обнаружил в Узбекистане. Там есть пещера Сейпанташ, это вот где женщины, которые не имеют детей, до сих пор в Узбекистане приходят и там молятся. Молятся они таким образом, они ложатся на спину и ползают по полу этой пещеры. И там наверху есть дырочка. Через эту дырочку они должны это самое, на спине проползти туда. И вот пол этой пещеры настолько гладкий, что там стоять нельзя. Это вот, и поэтому она имеет, сейпантаж называют, это скользкий камень. Вот французские археологи считают, что эта пещера существовала 18 тысяч лет, святилище. И вот на этом святилище везде отпечатки левой руки, потому что во времена неолита люди были леворукими, то есть правое полушарие работало лучше. А потом, когда пришли там другие, притом пришли те ребята, которые отсюда вышли, и вот они с собой привели собак, с собой привели луки охотничьи, и вот эти самые символы, которые мы здесь встречаем по скалам. Это вот символы, которые позже превратились в магическую письменность рун. И вот почему нам это дело не рассказывают, потому что немцы всегда здесь искали свою родину, арийцы. И поэтому у нас вот Бётлинг, академик, в 1845 году составил алфавит якутского языка. И почему это из-за этого Радлов сказал, что мы, якуты, к тюркам не относимся, у нас неизвестно какой язык. Но это вот из-за того, что у них разногласия с Бётлингом получились. Бётлинг считал, что наш язык это самый древний из тюркских языков, и даже предлагал называть семейство тюркских языков турецко-якутским. И практически и окладники, и все остальные считали, что вот магическая письменность руническая, она имеет истоки отсюда. И вот это первый рисунок, который это самое вот зарегистрировал это. Люди еще помнят, что они охотились на шаманов, и в то же время есть вот руническая письменность, которая уже дает понятие.
Это, например, ап на многих тюркских языках это обозначает охоту. Ну, то же самое облава на русском языке имеет тоже корень этого слова. Облава это колду и ну, дай, короче, можно перевести. Вот кормить огонь, в принципе, всем нужно. Я вам покажу, как это дело делается. То, что сейчас делают на этих больших цехах, то все, когда представление устраивают, начинает там петь, начинает там всякие, как бы сказать, концертные номера исполнять. Это вообще ничего общего не имеет с тем жертвоприношением, потому что люди даже не понимают, что они делают, и даже не знают, в какой позе все вот эти вещи делать. Потому что я вот видел много алгашитов, которые вот открывали наше празднество. Кто сядет на корточки, кто стоит, кто, так сказать, на правое колено, кто на левое колено. На самом деле все это дело очень хорошо расписывается. На двух коленях, например, ну, венгерянец не должен стоять. Ну, вот, например, как сейчас мусульмане стоят, как и христиане на коленях молятся, стукают лбом полно. А он должен преклонить, шугургасян, это вот на якутском языке такое. Если вот делается вот такая штука, это для получения. И вот это вот особенно видно, когда осохой водят. Вот левая нога, если впереди, то это вот правильная, по ходу солнца мы двигаемся, да? А если вот правая нога впереди, это поза дающего. И при этом ход хоровода получается против солнца. Почему так делают? Потому что прежде, когда солнце, ну, полярную ночь оно исчезало, да, и вот для того, чтобы солнце быстрее взошло, делали вот обратный ход. Они отдавали от себя энергию, чтобы солнце появилось. И вот поэтому первая вот волна этих арийцев, которые пошли через Урал, вот у них ход против солнца. Это вот четко видно на зороастризме. У зороастризма, например, все вот, как бы сказать, движения, которые вот у нас приняты, они совершаются в обратную сторону. Ну, то есть против солнца. Ну, зороастризм, вы сами знаете, это как раз основа того учения, которое Гитлер проповедовал. Это Заратуштра, это иранские, так сказать, корни. Ну, а у наших предков была туранская идеология, но она совершенно против вот той идеологии, которая Заратуштра проповедовал. Я добавлю, да? Я прошу обратить внимание еще раз вот на этот рисунок. Вот как сказали, да, здесь датирует этот рисунок от 3500 до 4000 лет назад это было нарисовано. Это примерно совпадает с догадкой Германа Вирта, как сказал вот Андрей Иванович. И вот мы тут видим свидетельство возникновения венгерианской религии. Хотя как система не существовала, но тем не менее люди уже знают это. Почему 3 лося? Это символ 3 миров. И вот посмотрите, вот под самкой находится фигура человека.